показываете блок, указываете, какое действие ему совершить. Робот поворачивает направо. И таким вот образом программирование взаимодействует с робототехникой. Написать код, собрать робота или даже разработать приложение, навыки программирования – это целое искусство, которое теперь доступно и этим школьникам. Я нажимаю кнопки, поскольку программа написана уже внутри другого устройства, но я могу вот таким вот ручным управлением, видите, да, управлять вот этим роботом. Это влево, вправо. Кибергигиена и работа с объемными данными, программирование на языке Python, мобильная разработка, алгоритмика и логика, системное администрирование. Как куб содержит 6 граней, так и IT-куб развивает 6 направлений. В этом центре обучение ежегодно будет проходить около 1000 школьников. Кому интересна именно робототехника, направление робототехники, будут, естественно, создавать роботов, именно, естественно, программировать этих роботов. А так, если есть там желание создавать мобильные приложения, естественно, пойдут в направлении мобильной разработки. Планируем проводить сначала занятия в алгоритмике и логике, именно понять, чтобы человек мог понять, как у него вообще, из чего состоит программирование, это блочное программирование, затем уже переводить на самые сложные языки, один из которых является Python. IT-куб – это часть образовательной экосистемы, которая помогает находить таланты, объединяет начинающих разработчиков и лидеров этой сферы. Обучаться в центре будут дети от 7 до 16 лет. И это не только учащиеся 6-й школы, а все желающие, причем совершенно бесплатно. Я хочу здесь обучаться. Открытие IT-куба предоставляет нам много новых возможностей. Я хочу обучиться создавать программы, делать роботов и тому подобное. Мне кажется, это достаточно интересно, познавать что-то новое, новые возможности, новое общество, общение. Это довольно интересно. Создавать какие-нибудь игры интересно, чтобы было не только для меня, но и для остальных. Сеть центров цифрового образования создана по инициативе Министерства просвещения страны в рамках нацпроекта «Образование». Это уже второй IT-куб в регионе. Первый открылся в сентябре прошлого года в Сунжинском лицее. В этом году планируется открыть порядка 340 таких центров по всей стране, где будут обучаться около 136 тысяч детей. Есть, наоборот, возможность для освоения передовых информационных компетенций, где ребенок может вместе в коллаборации с другими учащимися делать различные проекты, участвовать в созидании, участвовать в исследовательских решениях, участвовать в отработке навыков своих, в частности, по прикладному программированию, вот что очень важно для ребенка. И все это, на наш взгляд, должно заметно и значительно улучшить уровень качества учащихся. IT-направление в Ингушетии активно развивается. В скором времени на базе школ республики планируется открыть еще 2 кванториума. С недавних пор в регионе функционирует образовательный кластер «Академия цифрового развития». Уникальный проект для Северного Кавказа группы «Совмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, реализуемый при поддержке руководства региона. На базе этой академии также открыта школа 21 от Сбера и бизнес-акселератор. Тамара Хашагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.